Сделать букмекерский бизнес максимально чистым и прозрачным. С такой целью в начале этого года в закон о физической культуре и спорте России были внесены поправки. Согласно документу, подписанному президентом Владимиром Путиным, букмекеры теперь сами должны взимать со своих клиентов подоходный налог – 13%. Ранее декларировать выигрыши должен был сам игрок. Изменения коснулись только офлайн-контор. Закон не затрагивает интернет-пространство. На сегодняшний день в Северной Осетии лицензию на организацию букмекерской деятельности имеют 15 контор. Администраторы отмечают, с введением поправок в закон клиентов меньше не стало. На нас никак не отразилось то, что вступил новый закон в силу. У нас были старые клиенты, мы уже работаем год в этой сфере, и наши клиенты первое время, конечно же, возмущались по этому поводу, но сейчас уже все хорошо, вернулись клиенты и работа идет так же, как шла раньше. Удерживаем с игроков 13% с выигрыша, потом эти средства мы сами перечисляем в налоговую, с чеками, с документацией, у нас стоит кассовый аппарат. Под особым контролем крупные выигрыши на событиях, исход которых казался наименее вероятным. Такие ставки автоматически включаются в список подозрительных. Введено и еще одно принципиальное новшество. Всем непосредственным участникам соревнований запрещено делать ставки. В эту категорию попадают сами спортсмены, тренеры, судьи и другие люди, которые могут повлиять на итоговый результат. Поскольку все организации, которые действуют в республике, имеющие лицензии, являются филиалами и дочерними организациями юридических лиц, состоящих на налоговом учете в других регионах Российской Федерации, соответственно, и полномочия по контролю за полнотой удержания и перечисления этого налога относятся на налоговые органы других регионов Российской Федерации. В целом, осуществлять контроль по этому налогу мы сможем в 2015 году после предоставления этими организациями справок по форме 2 НДФЛ. Согласно закону, ставки теперь можно делать, только предоставив паспорт, а букмекеры обязуются вести учет игроков. В налоговые органы они должны предоставлять всю необходимую информацию – количество проведенных матчей, коэффициенты и суммы выигрышей. За нарушение регламента руководители контор могут понести административную ответственность, вплоть до лишения лицензии. Яна Гайгиева, Самас Шипшев, Осетия ТВ.